Самыми подверженными коррупции сферами остаются образование, здравоохранение, получение социальных услуг, строительство, ЖКХ и сельское хозяйство. Среди коррупционеров и чиновники, и руководители учреждений, и сами представители правоохранительных органов. Так уволен сотрудник МВД, не задекларировавший цифровую валюту на десятки миллионов рублей. От должности освобожден помощник главы Менделеевского района, скрывший займ в 3 миллиона. Он был ответственным за противодействие коррупции в районе. В этом году прокуроры стали активнее требовать увольнений в связи с утратой доверия. Уволен начальник отдела исполнительного комитета Альметьевского муниципального района, в отношении которого возбуждено также уголовное дело в связи с неоднократным получением денежных средств от предпринимателей под предлогом оказания помощи участникам специальной военной операции. Я думаю, нет необходимости комментировать уровень деградации такого чиновника, да? Как сообщили на брифинге, в Казанском медколледже директор получила почти 2 миллиона рублей взятками за поступление. В Чунинской БСМП за деньги оформляли больничные. В Аксубаевской ЦРБ не провели диспансеризацию, на которую получили средства. В коррупционных схемах увлечены служащие фонда соцстраха, Приволжского управления Ростехнадзора, инспекции Госстройнадзора, ГИСУ, исполкомов Тукаевского и Альметьевского районов. В последнем за год сразу несколько уголовных дел. В отношении заместителя руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района по факту получения незаконного вознаграждения на общую сумму в размере почти 5 миллионов рублей за покровительство вопросов, связанных с организацией горячего питания детских, дошкольных и школьных учреждений. Насколько он должен быть бессовестным, чтобы на детях зарабатывать. Как отметили, выявление коррупционеров – это битье по хвостам. Нужна системная работа, например, устранение пробелов в законодательстве, которые позволяют реализовывать преступные схемы. Управление Райса Республики по вопросам антикоррупционной политики в этом году занималось проблемами с освоением средств в АПК, ритуальных услугах и незаконного захвата земель. Была разработана дорожная карта и началась планомерная работа. Значит, на сегодняшний день более 80% всех лесных участков и охранных зон водных объектов, они поставлены на кадастровый учет. Это, конечно же, и дальше уже шла работа, где-то судебные иски, где-то были случаи возврата, вернее, сноса объектов, допустим, ограждения, которые ограничивали доступ граждан. За год по республике больше 1000 коррупционных преступлений. Это только выявленные. Средний размер взятки – 263 тысячи рублей. В суды направили более 230 уголовных дел. Ущерб превысил 3 миллиарда рублей. Лена Знатульна, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань.